Проект Фонда поддержки образования и культуры «Республика идей» о пластике, «Вторая жизнь пластика» действительно представляет собой важную инициативу, направленную на борьбу с пластиковым загрязнением и демонстрацию возможностей переработки. Создание мини-производства, которое преобразует пластиковые отходы в стильные предметы интерьера, показывает, что пластик при правильном подходе может быть ценным ресурсом. Авторы проекта рассказали посетителям выставки о важности переработки вторсырья. Мы можем на сегодняшний день уже производить какие-то элементы, простые формы, плоские формы из переработанного пластика, а дальше уже с помощью специальных станков производить стеллажи, стулья, столы, какую-то мелкую серийную продукцию, как органайзеры, планшеты, вешалки, расчески, рамки для зеркал и картин и так далее. У нас есть также возможность мелкосерийного литья, то есть мы можем делать не только что-то из плоских форм, но и производить какую-то сувенирную продукцию из отработанного пластика. Мы используем термопрессы, то есть мы дробим пластик вторичный, который к нам поступает, и на термопрессах разных размеров, начиная от таких размеров до размера метр на метр, можем производить листовые панели, из которых можно в дальнейшем будет изготавливать уже мебель. Процесс производства пластиковых отходов налажен в городе Гавны. В настоящее время уже переработано почти 1,5 тонны пластика. Отработанное вторсырье предоставляют партнеры Фонда поддержки образования и культуры «Республика идей». Это крышки, палеты и твердый пластик. Стоит отметить, что подобные проекты способствуют переходу к более устойчивому будущему, где роль переработки и ответственного потребления становится ключевой. Сейчас это дробленый пластик, после он засыпается в пресс, после он как раз расплавляется и принимает форму квадратных листов. Листы эти можно будет увидеть там дальше, да, покажем вам. Листы у нас могут быть 1,30 на 1,30 м, либо поменьше. Поменьше можно увидеть вот здесь тоже. Из этих листов уже собирается мебель, вырезаются абсолютно разные детали, которые могут соединяться в различные конструкции. То есть сделать из этого можно все, что угодно, все, на что хватит фантазии. Особое внимание в проекте было уделено экологическому просвещению молодежи. Прошли лекции и мастер-классы для школьников, чтобы повысить их осведомленность о важности переработки и вкладе каждого в сохранение окружающей среды. Конечно же, мы прививаем им ценность того, что нужно осознанно относиться к окружающей среде и что тот ресурс, который имеется на нашей планете, что он исчерпаем и нужно бережно относиться и стараться отправлять все в повторное использование для того, чтобы наши ресурсы на планете сохранились, чтобы окружающая среда наша не страдала и, в принципе, сделать мир чище. Инициатива переработки пластика может вдохновить на создание подобных проектов и содействовать распространению практик устойчивого развития. Важно также просвещать общественность о значении переработки и об использовании вторичных материалов в повседневной жизни. Вообще ребята молодцы, что они смогли такое производство с использованием пластика организовать здесь, на территории Абхазии. Они вовлекают и школьников. Раньше в советское время было такое спор между классами по сбору макулатуры там, и так далее. А сейчас вот кинуть клич и объявить детям по школам соревновательный такой дух по сбору пластика. Это здорово. Мне кажется, что вообще выставка очень интересная. Это очень необычный подход. Например, мне понравились не только вот эти предметы интерьера, вот мне понравились вот те работы, они смотрятся как настоящее произведение искусства, их прям хочется дома где-то повесить, там 1-2 работы. А если вот говорить об интерьере, то мне вот эта полка понравилась, я бы поставила где-нибудь в игровой или в каком-нибудь тренинг-руме, можно книжки положить, вот так, как она использована. Выставка по результатам переработки пластика доступна до 6 июля в здании Сухумского индустриального колледжа. Она также включает в себя лектории с лекциями и кинопоказами по теме переработки пластика и современных экологических решений. Алика Трапш, Сима Аргун, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.